Мы видим толпу безумцев, которых жалко, за которых хочется молиться, перед которыми хочется встать на колени и просить: остановитесь, и которые под остервенелые звуки автомобильных клаксонов из венесуэльских революционных сценариев в руках и на плечах, на голове, и даже, прошу прощения, на заднем месте, прикрепивших чужеродных, но якобы свой национальный бело-червоный белый стяг, как разъяренное стадо вопят на весь город бесовские выкрики. Где ж тады іх патрыятычнасць, калі яны свой сімвал нясуць непрыгодна, і пад гэтым сімвалам крычаць праклёны другім і абяцаюць ніколі не прабачыць? Ці можна зневажаць так свой сімвал? И с настоящим символом наши белорусы шли на смерть, защищая свою родину для нас, чтобы мы сейчас жили под мирным небом. Ведь любое слово бумерангом возвращается обратно. Проклиная других, мы сами проклинаем себя, своих детей, матерей, родных и близких. Мне страшно сказать, но вопли, как ты сдох, это есть проклятие. И тот, кто это кричит, поверьте, проклинает не тех, кому желает, а самих себя. Безумцы, услышите нас, остановитесь. Потому что то, что мы желаем другим, возвращается к нам с удвоенной силой. Если мы желаем добро, добро вернется к нам. А если же в порыве гнева мы излучаем зло, это зло вернется к нам. Дорогие мои, я сейчас заезжала к нашему почетному патриаршему экзарху митрополиту Филарету. Он находится в Озерном санатории. И владыка митрополит Филарет, который является настоящим сыном белорусской земли, хоть и родился в Москве, герой Белоруссии, просил передать всем вам: берегите свою родину, берегите Беларусь, любите ее,